есть ребята с центра спортивной подготовки по вольной борьбе тоже на Назране тренируются. Чемпионаты России, первенство СКФО и спортивные мероприятия республиканского масштаба. Десятки самых разных соревнований и турниров самого высокого уровня. Эта центральная арена во Дворце спорта полностью оправдывает свое название. Маленькие гости поначалу даже теряются в таком огромном зале. Здесь они впервые и стараются не упускать возможности запомнить все вокруг. Вопросы. Что кому интересно, спрашивайте. Смотрите, если это дзюдо, то судьи сидят в одном месте. То есть вот так, вот так, вот так и вот так. Если это бокс или ММА, то они сидят вокруг ринга. Такие экскурсии здесь стараются проводить ежемесячно. Это еще одна возможность привлечь внимание подрастающего поколения к спорту и здоровому образу жизни. Обычно в рамках экскурсии у нас проводится конференция с именитыми спортсменами. То есть школьники могут в живом формате, вживую пообщаться с спортсменами. Но сегодня это ограничилось просто экскурсией. То есть мы показали школьникам дворец спорта, показали большой зал, где у нас спортсмены тренируются, разминаются, переодеваются. Экипировка титулованных спортсменов, грамоты, кубки и медали. Музей в стенах этого комплекса призван хранить трофеи и награды лучших спортсменов нашей республики. Среди них золотые олимпийские медали Хасана Халмурзаева и Рахима Чахкиева, формы лучших гурских футболистов, атрибуты альпиниста Магомета Дзейтова, с помощью которых он покорил самую высокую точку Земли – гору Эверест. На самой верхней полке находятся перчатки и форма нашего олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева. В 2008 году он стал олимпийским чемпионом, и вот он нам принес, подарил в наш музей свои перчатки, шлем и свою форму, в которой он выступал на Олимпиаде. Теперь у нас Калой Картоев. Калой Картоев у нас тоже является призером Олимпийских игр. Очень хороший спортсмен, у него тоже свои титулы есть, очень хороший парень как человек. Живет и тренируется в Турции, является членом сборной команды Турции. Помимо центральной арены, во дворце есть еще 9 залов для занятий гимнастикой, боксом, баскетболом и гандболом. В одном из них школьникам был продемонстрирован мастер-класс юными гимнастами. Подобные мероприятия наглядно демонстрируют подрастающему поколению всю пользу занятий спортом. Учат с малых лет стремиться к цели и добиваться ее упорным трудом. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24.